Секундочку. Белка, панда и люди в черном пикетировали здание администрации президента. В Киеве состоялась акция протеста, где требовали ликвидировать налоговую милицию и уволить председателя Государственной фискальной службы Романа Насырова. Детали митинга расскажет Роман Спиридонов. Вимагаємо коштів. Це не показник. Це не показник. Якщо давали. Вимагаємо коштів. Податкова міліція. Ні, це ж податкова. Ні. Податкова. Ні, ми не даємо. Люди Насирова, вимагаємо грошей. Ні. Так участники митинга представляют себе налоговую службу Украины. Ми податкові рейдери. Перевіряємо документи у людей, заповнені декларації. Приходимо до офісів, вивертаємо всі документи, перевіряємо, вимагаємо грошей. Налоговая милиция превратилась в полугосударственную преступную группировку, которая занимается рэкетом, заявляют участники митинга. Поэтому она должна быть ликвидирована, настаивают они. А руководитель фискальной службы страны Роман Насиров должен уйти в отставку. Он себя дискредитировал, заявляют митингующие. Вопрос не только в отставке Насирова. Он полностью дискредитировался, как и его замы, как и Билан, как и Шеремет. Вопрос в том, что надо реструктуризировать Державную фискальную службу, надо изменить систему администрирования. Необходимо разделить таможню и Державную фискальную службу. Необходимо ликвидировать налоговую милицию для того, чтобы создать новый орган, который будет заниматься фискальными расследованиями, но не в составе Державной фискальной службы. Поддержать требования организаторов митинга приехали предприниматели из Львова, Умани, Одессы, Хмельницкого. Здесь и аграрии из Черкас. У нас приїжджали ці рейди, забирали ночами, під обрізами, людей починали тероризувати. Предприниматели из Запорожья требуют отставки главы фискальной службы их области. Они даже приготовили ему билет на Киев, чтобы здесь с ним разобрались правоохранители. У нас ситуация такая же, как и в других регионах. Люди в масках приходят на предприятия, которые являются плательщиками довольно крупных налогов. И возбуждаются непонятные уголовные дела с единственной целью потом этих бизнесменов прессовать, вымогать. И для того, чтобы этот бизнес не процветал, а для того, чтобы эти люди были у них на поводке, на жестком. В апреле этого года запорожские налоговики нагрянули на уманское предприятие «Экстранац Украина», положили людей на пол и хотели конфисковать грецкие орехи. Компания занимается их экспортом. Тогда товар спасли активисты, которые прибыли на помощь. А на каком основании вы орехи пытались? Нет, не выучали. Ну что ты врешь? Ну что ты врешь, быдло? Ничего ты не врешь. Не выучали орехи? Что вы делаете? Пошел вон отсюда. Владельцы компании написали заявление в полицию на незаконные действия налоговиков, но виновные до сих пор не наказаны, а вот компания несет убытки. Мы после этого случая боялись вообще работать, принимать заказы. Мы фактически не функционировали после этого мероприятия. Участники митинга подготовили обращение со своими требованиями к президенту Украины и главе Кабмина. Роман Спиридонов, Ислам Пинка, Заман, АТР.